Практика показывает, если кому-то очень хочется снести какое-то здание, то не поможет ничего, даже статус объекта культурного наследия. Такие вещи происходят повсеместно, не только в Казани. В Москве, например, Московская соборная мечеть, главная мечеть столицы, сегодня под угрозой разрушения. Сейчас на этом месте идет реконструкция комплекса Московской соборной мечети. Когда нам говорят «реставрация», мы сразу понимаем, что речь идет о восстановлении исторического памятника. Реконструкция же – понятие весьма двоякое. Соборную мечеть пока не трогают, но большинство местных мусульман считают, что только пока. Эту картину можно наблюдать каждую пятницу возле главной соборной мечети Москвы. Внутри мечети могут находиться только 2000 верующих. Остальные молятся на улице, наглядно показывая, что проблема нехватки мечетей в Первопрестольной не пустые слова. Они уходят, здесь все газетами завалено. У меня на газоне писают, какают. Нельзя сталкивать нас лбами с людьми, которые приехали из Кишлака недавно, из каменного века, как говорил журналист-англичанин. Они милые люди, но мы совершенно с разных планет. Попытки руководства Совета муфтиев России построить новую мечеть в Москве не увенчались успехом. В районе Текстильщики земля формально была выделена, но местное население выступило резко против. Мечеть мы не дадим строить, здесь нам собак водить нечего, чтобы здесь были бы черные, приезжали, молились бы. Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнудин считает, что это происки национал-шовинистов. Они теперь повсюду, даже проникли в госструктуры. Есть в городе те силы, которые не хотят усиления роли ислама и мусульман. У противников муфтия свое видение ситуации. Они, во-первых, не хотели лишиться единственной зеленой зоны в районе, а во-вторых, не слишком в восторге были от перспективы оказаться по соседству с разношерстной мусульманской общиной. Имеющиеся мечети, они же изначально были татарскими. Но со временем произошло так, что вот мои знакомые татары рассказывали, друзья, что мы больше не ходим в свои мечети, потому что нам неприятно находиться вместе с теми же выходцами из Киргизии, Таджикистана, Средней Азии, Кавказа. Есть претензии к московскому муфтияту и со стороны немногочисленных татар, которые еще ходят в мечеть. Старинная татарская мечеть уже подстраивается под мигрантов. Например, службы идут на русском, да и самих татар в мечети раз-два и обчелся. Мечети давали где-то 8 точек по Москве построить. Ну, у них вот они отказались, то ли у них там денег нет, или то ли еще чего-то нет. Точки, которые можно было еще построить 5 лет назад, сейчас построить почти невозможно. Потому что за эти 5 лет такое количество трудовых мигрантов так напрягло население Москвы. Если попытки строительства новых мечетей приводят к конфликтным ситуациям, в основном с русским населением Москвы, то другая идея московского муфтията, коренная реконструкция Московской соборной мечети, вызвала бурю негодования уже у татарской интеллигенции и духовных лидеров. Соборная мечеть, символ татарской общины Москвы, была построена в 1904 году на средства купца Салиха Ерзина. Это единственная мечеть Москвы, которая никогда не переставала работать. Ее удалось отстоять и в 30-е годы, и даже когда строили Олимпийский комплекс, и руководство страны хотело ее снести. В мечети служили известные татарские имамы. Ее посещали многие лидеры стран. Это не просто мечеть, да, это памятник татарской культуры. С ним очень много связано всего. То есть это символ нашей общины московской. К своему 100-летнему юбилею соборная мечеть была капитально отремонтирована. И никто не высказывал никаких претензий по аварийности здания. Московский муфтият не смог найти место под новую мечеть. И, видимо, это послужило причиной довольно спорного решения. Сначала в 2004 году московский муфтият получил разрешение на строительство молельного зала рядом с соборной мечетью. Выяснилось, что речь идет о масштабной реконструкции здания и превращении соборной мечети в гигантский комплекс на 10 тысяч верующих. Когда высотные дома вокруг этой соборной мечети, она абсолютно не видна. Она абсолютно потеряла свой статус. И, конечно же, некоторые дома частников намного кратно больше, чем здание соборной мечети Москвы. Надо большое расширение. Сколько миллионов тут на Москву? 4, оказывается, только мечети. А в Париже 70 штук, оказывается.
Планы московского муфтията вызвали волну негодования. А что же будет со старым зданием? 56 родов московских татар собирали подписи, отправили письма в разные инстанции. Все они озабочены сохранностью старинного здания. Как бы отнеслись казанские татары, вообще татары, к тому, чтобы к мечети Марджани приделали мечеть Кул-Шариф? Или как бы отнеслись православные к тому, чтобы храму Василия Блаженного приделали храм Христа Спасителя? Заместитель Равиля Гайнуддина Дамир Хазрат. И он сказал, что мнение муфтията московского здание разобрать. В июне 2008 года Президиум историко-культурного экспертного совета при Москомнаследии признал мечеть объектом культурного наследия. Однако по настоятельной просьбе московского муфтията через полгода это решение было отменено. То есть фактически ничто не мешает препятствовать сносу здания. За сохранение старинного здания выступают уже не только татары. Если они позволят ее снести, это будет совершенно беспрецедентно, потому что лет 50 в Москве такого не было, чтобы вот действующее молитвенное здание, действующий храм был выведен с государственной охраны и уничтожен. Руководство мечети назвало две основные причины, по которым мечеть не следует считать объектом культурного наследия. Во-первых, соборная мечеть сама представляет как порох. Пожароопасно, огнеопасно. И нас уже городские власти заставляют сделать соборную мечеть прочной. Каждый раз, когда приходит инвестор куда-то, ему хочется что-то построить, вот эта вся песня, она проигрывается. И здание якобы в аварийном состоянии, и перекрытия в нем не те, и инспекция пожарная ходит, и МЧС тоже ходит, и вот и рад бы я сохранить, да не дают. Практика показывает, что когда человек хочет что-то сохранить, он это делает. Вторая причина. Согласно канонам ислама, во время молитвы мусульманин должен смотреть в сторону Каабы, главной святыни в городе Мекка. А для определения направления используют михраб мечети, то есть специальную нишу в стене. В начале 20 века строители, видимо, не смогли точно определить направление, и здание было построено с уклоном на 7 градусов. Московский муфтият обещает, что путем реконструкции, дезориентации верующих будет положен конец. Мы должны разобрать верхние части, повернув основную часть, заново воссоздать то, что сегодня имеется. В Саудии много таких же мечетей, которые неправильно кибла, но там их не сносят, а поворачивают коврики. Хотя в московском муфтияте не используют понятие «снос здания», сторонники старой мечети понимают это только так. По проекту здания будут поворачивать в сторону Каабы, менять перекрытие, строители рассчитывают поднять мечеть до уровня нового здания. Под старой мечетью будет проложен подземный ход. Передняя часть мечети будет под единым куполом с новым зданием. По мнению заслуженного строителя России Адиля Беляева, вся эта перестройка по сути означает одно – старой соборной мечети уже не будет. По всей вероятности для них просто интересно тем, что тут находится в центре здесь. Вот только это. И то, что намоленное здание они таким образом ломают, это большой грех, генах. Мы ее разберем, повернем куда надо и соберем заново из того же материала. Дело, собственно, не в кирпичах, а в том, что основным принципом охраны наследия, что признано и российским законодательством, и всеми международными хартиями, является подлинность объекта. Иначе можно вообще всю службу охраны памятников упразднить, заменить все здания их копиями быстренько, бетонными, кирпичными, и успокоиться. Для нас это символ. Не хотим того, чтобы он как-то исчез. И если исчезнет он, то это знак того, что мы можем тоже исчезнуть. Тимур Бекмурзин, Рамис Латыпов, Роман Безменов. 7 дней. Москва.